Одним из самых положительных итогов прошедшего года президент Рауль Хаджимба назвал преодоление декабрьского политического кризиса в стране. Глава государства подчеркнул, что народ Абхазии еще раз проявил свойственную ему мудрость и достойно прошел это испытание. Президент назвал успехом уходящего года полный переход на казначейскую систему и активизацию банковской сферы в Абхазии. Сегодня практически все те действия, которые осуществлены в банковской сфере, способствуют тому, чтобы жизнь наших людей менялась бы в лучшую сторону. Люди стали получать кредиты. Да, они не самые большие, но проценты по этим кредитам, в отличие даже от наших соседей, от большого государства, намного ниже, чем где бы либо ни было. Глава государства отметил успехи в курортной сфере, в частности, реконструкцию корпусов курорта Пицунда. К неудачам уходящего года Рауль Хаджимба отнес некоторые аспекты, касающиеся платежей за орех, в то же время подчеркнув, что общее направление этой работы верное. Многое из того, что уходит из Абхазии и заходит на нашу территорию, особенно в части, касающейся грузинской территории, мы получаем контрабандным путем. Почему мы не должны контролировать? Те, кто занимается контрабандой с этой стороны, знают, что такое демпинговать на рынке. И многие из этих людей практически убивают наших производителей, местных производителей. Президент затронул сферы, в которых еще предстоит решить множество проблем. В частности, в сельском хозяйстве, в работе правоохранительных органов, в дорожно-транспортной ситуации, энергетике. Отвечая на вопрос журналиста о реорганизации энергетической сферы, Рауль Хаджимба обозначил основные шаги, которые будут предприниматься для преодоления кризиса. Сегодня практически сложилась ситуация таковой. К следующему году вполне возможно нам предстоит очень сложная работа с Ингургесом. 2 водовода, которые долгое время не ремонтировались, придется останавливать и проводить соответствующие очень серьезные работы. Это потребует как минимум до года. За этот период времени нужно нам будет проговорить возможность подачи электроэнергии со стороны России. В каких тарифах и как это нам будет оказана такая помощь, будем договариваться. Вопросы журналистов касались самых разных тем. От закона об уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, проблем выдачи вида на жительство для жителей Галского района до состояния здравоохранения. Рауль Хаджимба ответил и на вопрос, касающийся Сухумского роддома. Я принял для себя единоличное решение. Буквально на днях, позавчера, говорил с министром здравоохранения. Будет это, наверное, неприятно для кого-то и для тех, кого это касается, но руководство роддома после Нового года, 15 числа, будет другим. Не остался без ответа и вопрос об ИКЦ. Президент сообщил, что считает этот проект для Абхазии необходимым и что он будет реализован уже в 2017 году. Рауль Хаджимба сказал и о необходимости ужесточения и неотвратимости наказания за ввоз и распространение наркотиков. Он также прокомментировал итоги последнего раунда женевских дискуссий. Я недавно буквально встречался с 3 господами, которые представляют Женевскую площадку. Мы разговаривали с ними. Я думаю, что мы нашли понимание. Нашли понимание в том, что женевские дискуссии, да, нужны нам как возможность довести до мировой общественности свои позиции, но не более. Женевские дискуссии не дают ничего положительного в части, касающейся Абхазии. Должна ли учитываться репутация человека при решении избрания его в какие-либо государственные структуры? Такой вопрос был задан журналистам о конкретном случае с избиением гражданина Герхелия, в котором был замешан один из членов нового состава ЦИК. Должны быть, конечно, такие ограничения, понятие морали, но, к сожалению, я еще раз говорю, не всегда у нас все так складывается. Есть все практически на сегодняшний день. Есть видеозаписи, но отказ самого Герхелия от дачи показаний не освобождает этих людей от ответственности.
Просто слабость, я еще раз говорю, нашей правоохранительной системы. Или все друг с другом связаны. Процесс продолжается. И материалы до сих пор находятся в военной прокуратуре. Идет соответствующее разбирательство. Пытались вынести эти материалы и на судебное разбирательство. К сожалению, я еще раз говорю, мы не увидели того объективного подхода, который должен был в таком случае быть, и поэтому опять по-новому идет процесс рассмотрения этих дел. Если человек понесет наказание, то, конечно, ему не место ни в ЦИКе, ни в других каких-либо органах. Комментируя вопрос о проблеме коррупции в стране, в частности, об итогах работы и управления по борьбе с экономическими преступлениями, президент сказал, что ожидал от него большего. Рауль Хаджимба также отметил, что до тех пор, пока во главу угла будет ставиться кумовство или личные связи, коррупция будет оставаться проблемой всего общества. Балакварчия, Саида Гухава, Абхазское телевидение.